Добрый вечер. А теперь о главном. Сразу после вчерашнего заседания Совета по устойчивому развитию сегодня в Бишкеке прошел круглый стол «Борьба с коррупцией в энергосекторе». В нем приняли участие эксперты по энергетике, представители Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, а также прокурор Генпрокуратуры. Говорилось, кроме коррупции, и о новом законе об электроэнергетике, который лежит сейчас на подписи у президента. Где только и как только не обсуждаются проблемы многострадальной кыргызской энергетики, но она все равно пожирает огромные государственные средства, а особенных результатов для страны и общества не дает. В Кыргызстане уже около 30 лет как бы продолжается горбачевская перестройка, когда кооператоры покупали сырье или комплектующие по госцене, а свою продукцию реализовывали по договорным ценам. И так как эта ситуация не меняется уже многие годы и не собирается меняться, можно сказать, что она очень выгодна большой группе чиновников от энергетики, которые и тарифы тоже не повышают специально, руководствуясь якобы политическими мотивами и заботой о населении. На самом деле вообще наличие хоть каких-то низких тарифов очень выгодно для перекупщиков. О том, что на разнице тарифов живут все посредники, говорят все эксперты. Чтобы привлечь клиентуру, они уменьшают, не продают, например, коммерческим структурам по 2,53. Они говорят, у меня рынок, у меня есть возможность, говорит, покупает по 76, продает по 2,30, по 2,20 продает. Но основу для этого создают сами низкие тарифы. Например, килограмм хлеба стоил в советское время 20-30 копеек, сейчас 20-30 сомов. То есть одна советская копейка соответствует одному нынешнему сому. Мясо тоже стоило около 2-3 рублей или 200-300 копеек за килограмм, сейчас около 300 сомов. Мороженое стоило 20 копеек стаканчик и сейчас стоит около 20 сомов. Можно принять, что 1 копейка – это 1 сом в самом первом приближении. 1 киловатт-час электроэнергии в советское время стоил 4 копейки. Это значит, что в самом первом приближении сейчас киловатт-час должен был бы стоить 4 сома. Но он гораздо дешевле. И самый низкий тариф – это 70 тыинов, или в 7 раз дешевле, чем должен был бы быть. Если бы за 25 лет повышали тариф в год на 5 тыинов, это не было бы обременительно для населения, зато и возможностей для перекупщиков-спекулянтов стало бы меньше. Но закрытость энергосектора не позволяет что-либо доказать. Вы никогда не сможете найти аргумент, чтобы он показал, из чего составлен тот или иной тариф. То есть все его упущения, все его коррупционные сделки, все его необоснованные преимущества тем или иным потребителям он будет покрывать за наш с вами кошелек. Разная отпускная цена 1 киловатт-часа энергии для разных потребителей – это все равно, что разночтение между разными законами. Судья может кого-то осудить к лишению свободы по одному закону, а другого гражданина за такое же правонарушение, но по другому закону, просто оштрафовать на энную сумму. Разница, естественно, попадает в карман судьи, который делится с теми, кто его крышует. Классикой жанра стала модернизация бишкекской ТЭЦ. Если бы не авария в январе, никто бы особенно и не узнал, каких масштабов достигла там коррупция. Причем к большой кормушке самих энергетиков в последнее время почти не допускали. Они свое взяли за предыдущие 20-25 лет. За дело взялся аппарат президента, который неслыханно модернизировал, но не ТЭЦ, а саму коррупционную схему. Энергетики одними из первых поняли, как можно успешно для себя доить государство. Их примеру потом последовали все, вплоть до медиков и вузовских работников. И сейчас все отрасли народного хозяйства, без исключения, почти дотационные. Государство вкладывает и вкладывает свои средства и деньги доноров, но отрасль все равно не становится прибыльной, зато растут особняки и счета в зарубежных банках. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.